Всем привет, ребят! Сегодня у нас будет распаковка. Пришла очередная посылка. Ну, как очередная, давненько уже не было посылок от зрителей. Но вот пришла посылка. И эта посылка пришла с Москвы. Из Москвы пришла от Максим Тагировича. Давайте не будем медлить, тянуть время. У меня у самого как бы нет терпения посмотреть, что там. Давайте распаковку сделаем. Все подробно я поснимаю. Максим, он мой подписчик. Предупреждал, что вышлет посылку. Я дал адрес ему. Ну и глянем, что тут у нас. Так, интересно, как это вообще открывается. Ого. Ого-го. Так, ну, примерно так. Так. Ну что, ребят, одежду нам выслали. Футболка, 100% хлопок. И знаете, насчет одежды я хочу сказать, что в походах на охоте у меня мультяша там хулиганит, мешается. Да? В походе, короче, вот это хлопок. Он хороший, он теплый, конечно, но когда ты идешь в походе и потеешь сильно, этот хлопок, он промокает и прям липнет в тело, долго не высыхает. А синтетика, она такая вот, с одной стороны, холодная одежда, но в то же время быстрее, как сказать, сохнет. Плюсы и минусы у каждой одежды есть. Размер 54, конечно же, как сказать, будем мерять. Короткий рукав. Ну, все время я в коротких рукавах и хожу. Ну вот, первое, что я увидел, это футболка. Так. Это что-то новое, молодежное. Это, я думаю, вот сейчас модно так. Даже не знаю, как она одевается. Ну, что-то в этом роде. Я в городе частенько видел. Максим, если вы не против, я, наверное, эту вещицу, наверное, подарю Никите. Он более современный, думаю, ему это пригодится. Ну, это модная вещь. Сейчас в моде что-то. Думаю, это я подарю Никите. Прошлый рюкзак, который вот мне высылали, наверное, с Германии, или не помню уже точно, никого не хочу из отправителей, как сказать, обижать, потому что у меня память так бывает, забываю. Мультик, хватит. И, короче, этот рюкзак хороший, фирменный, но вот этот рюкзак, как бы, я, скажем, ни разу с ним не ходил, а подарил Денису. Он ходит на рыбалку в этом рюкзаке. Дальше шапка. Вот такая шапка камуфлированная даже. Вот так. Вот это уже мой размерчик хороший. Это нужная вещь, тоже хороший материал. Я обычно в красной шапке, в красной бейсболке. Это сейчас Денису говорю, написал: ты сейчас в Питере будешь ходить по магазинам, найди мне красную зимнюю шапку, что-нибудь. Ну, этот, как его, вязаную шапку. Это как бы напротив комнаты красной шапкой всегда ходит. Ну вот, шапка, это хорошая вещь. Арабика. Кофе арабика. Кофе иногда я пью. Спасибо большое. И жена каждое утро пьет. Спасибо вам. Так. Тут, наверное, я думаю, конфеты. Ну да. Очень много конфет.
Так, не знаю, что-то, ну, типа батончиков. Целый этот мешок. Знаете, вот приятно раскрывать, как сказать, такие посылки, но мультяша, блин. Сейчас, ребят, он у меня все там надергает, у меня с пауэрбанком там подключено все это дело. Ну и, вон, смотрите, всяко разные конфеты. Надо попробовать. Это к чаю все это дело. Не меньше 2 килограмм, думаю. Так. Это чай. Вот такой пакет. Кто-то любит отправлять, кто-то любит раскрывать, как сказать, посылки. Кто вот отправляет, получает от этого удовольствие. Максим, кроме этой посылки, еще мне отправлял денежный донат в поддержку канала. Доширак. Что бы ни говорили, я бич-пакеты люблю. Вот такой. Это тоже походы. Так. Паштет печеночный. Вон. Паштет печеночный вот такой. Не знаю, со сливочным маслом. Это обалденные консервы. Это уже слюни у меня появляются. Что связано с рыбой. И между прочим, сейчас я где-то видел. Лок. Не хулигань там. Где-то я видел, там для мужчины надо свекло есть. Треску печени. И что-то еще. Не помню, третье. Сейчас, секунду, ребят. Так, я сейчас выгнал кошку, просто он к занавеске пошел. Хулиганит бандит. На чем я останавливался? Вот насчет паштета. И, так что имейте в виду, мужики, ешьте больше свеклу и печень трески. И все будет у вас хорошо. Так, ну это обязательно попробуем тоже. Так, ну дальше у нас также доширак. Вот. Помнится, такие дошираки, вот именно вот такие, не в таких пакетах. Они как бы объем большой, а вот такие удобнее, скажем, возить там. Или мы в поезд брали, когда в Питер ездили последний раз. Нет, подожди, в Москве мы были. В Москве были и вот такие дошираки мы брали с собой. Так, ну еще тут у нас консервы также. Армейские вот эти. Что-то я много раз такие у блогеров в походах видел. Армейская говядина тушеная. Ну, будем пробовать тоже. Высший сорт. И вроде как такие консервы в магнитах даже есть, продают. Не знаю, насколько они хорошие. Так. Сайра. Но это все дело мне Максим отправлял для походов. Он так и сказал, тебе понадобится в походах. Так, каша перловая вещь. Это напоминание армии. Я служил в 95 году. И приходилось есть перловую кашу из сухпайков. Было тяжелое время, командировка, туда-сюда. Это я уважаю. Там в этом сухпайке была перловая каша, гречневая, рисовая и вроде еще было там говядина тушеная. Вот мы на костре там грели, ели, все это дело напоминало. И это перловая каша. Из этого сухпайка вот перловая каша мне более нравилась. А гречневой каши так, не особо. Ну и последнее, вот это гречневая, вот эта гречневая каша и есть.
Это гречневая каша. Ну, это на любителя. Я гречку так тоже в походах употребляю, варю и ем с удовольствием. Но больше мне нравится вот перловая и рисовая. Вот такая. Вот такой богатая посылка. С продуктами, знаете, с продуктами посылка, как сказать, высылали, знаете, реклама большая. Узбекский, ташкентский плов, наверное. Вообще, никому не рекомендую, ребят. Не ведитесь на это, что вот отправляют, там, радуются, халява какая-то. Знаете, это 100% делают где-то в подвале. Яркая этикетка. Вкус, я не скажу, что очень вкусно. Какое-то мясо я там находил. Но и в то же время, ребят, там я находил дохлых мух. После этого у меня от этой каши отвращение пошло. И всех предупреждаю, блогеров, будьте внимательны, не ведитесь. Там это некачественная фирма, некачественно кашу продает. Это ташкентский плов. Это не реклама, не антиреклама. Я из своего опыта, через что я прохожу, что я узнаю, что знаю, все прямо говорю. Вот. Нравится, не нравится, потом уже. Вот. Так что спасибо большое за все это красоту. Это обязательно я подарю Никите. А шапка по размеру, кто успел, тот и ел. Доширак тоже нужная вещь. Утолить голод на несколько часов, это все кушают. А консервы будем брать походы. Это вообще вес, ну вроде по весу вообще этот какой-то на 325 грамм, но это тяжелее. Случайно тут не золотишко, как в фильмах открывают консервы, а там золото находят. Вот такие. Будем проверять. Короче, Максим, примите от меня благодарность. Спасибо большое за поддержку канала. Слюни потекли за ваш вкусную посылку. Моментально это я сейчас все смонтирую, сегодня же выложу. Так что, а вечером уже будете смотреть очередную серию про похода. Чем дальше, тем интереснее. Всем пока и до новых встреч. Максим, очень понравилось все. Все очень здорово. Всем удачи.